Ну ладно, успокойся. Смотрите, снег еще тут лежит. Слышите весну? Вот-вот. Звук природы. Журчание реки, пение птиц круглосуточно не умолкают ни на минуту. Всем привет, ребят! Долгожданный поход, весенний поход на вторую избу. Это наша первая изба. Сейчас я открою там нижние венцы, там, чтобы проветрилось. Я смотрю, уже зелень, трава свежая выходит. Сухостой стоит, пока не свалилась. Ну, в принципе, территорию даже и убирать-то не надо. Бывает очень много сучьев. Выпадает с деревьев, приходится граблями убирать. А в этом году их практически нету. Вот тут немножко только. Сейчас зайдем в избу. Посмотрим, что и как. Шалом, здорово, Кырка. Так, мышеловка пустая. В избе порядок, в принципе. Все хорошо. Котелки, чайник на месте. Печка тоже поддувала, открою. Ну, мыши, конечно, нагадили, как всегда. Одним словом, все ништяк. Все ништяк. Дверь приоткрытым оставляем, как всегда. Сейчас я убираю туда доску, во-первых. И там сзади еще. Там немножко воды, лужа. Ну, знаете, вот в полноводье все это заливало. Даже вот нижние венцы до второго бревна вода поднималась. Представляете, какой уровень воды бывает. Так, ну и тут тоже это на лето так все я открываю, чтобы все продувало, ребят. Я уж замучился с этими плесенью. Как вы видели, ремонт делали мы пару лет назад. Нижние венцы все поменяли. Кто из подписчиков смотрит, он в курсе. Ну, пока так. И здесь еще вот. Просто доску беру еще. Вот и все. Видите? Я вам скажу, изба не такая утепленная. Между прочим, немножко, ну, как сказать, села изба. Почти вон там. Почти бревно дошло уже до земли. Вот это надо как-то. Да. Самое главное, что бревно не прикасалось особо. Вот. Ну все. Эту доску сейчас уберу отсюда. Отсюда поставим. Вот так.
И все. Я сюда остановился буквально на минуту, чтобы открыть этот Нижние Венцы. Со мной сегодня Тулан, как всегда, мой напарник. Тоже взял, пусть погуляет, побегает. Сейчас с граблями еще тут уберу и поедем дальше. Радостный бегает. Комаров нету. Птицы. Вообще класс, ребят. Вот ради этого и взял его. Пусть витамины пособирает. Траву ест. Все подряд ест. Видите как? Как корова, блин. Смотрите. Это сам себя лечит. За всю зиму он как бы витамины потратил. Сейчас пусть набирает. Пипец. Старую траву, между прочим, тоже есть. Старую и новую. Так. Сейчас немножко чуть-чуть приберу все. Лакмунам, Тула, пошли. Ладно, ребят, мы сейчас поедем дальше. Вам приятного просмотра. Посмотрим, какой поход получится. Ну, поедем с ночевкой, может и 2. Давайте. Локсо. После ремонта немножко вода заходит, к сожалению. Тулан! Охотники. Не местные. Пука. Не узнал их. Ребят, уже идем по Таежной реке. Воды, как видим, очень много еще. Идти легко. Самое главное, чтобы заторов не было. Несмотря на эту большую воду, может там поперек реки елка упасть или береза, и там затор получается. Еще особо ничего не цветет, листва немножко вот так уходит, но пока холодно, прохлада. Но снега вдоль берега я не вижу.
затор, блин. Хреновое дело. Что тут держит? Что тут держит? Когда буду спускаться, придется пилить. Сейчас пока трогать ничего не стану. Пусть вода упадет немножко. Да и сверху, когда сплавляешься, удобнее пилить будет. Блять, затор на заторе. На каждом повороте затор. Это тупик, ребят, будет. Это по большой воде я здесь проскочил. А здесь... Ох, ё-моё, бля. Не знаю, здесь как будем проходить. Ну, в общем, картина не из лучших. Здесь тоже прошлогодний затор был. Вот этот затор, наверное, сюда перешел или что? Да. Вот тут затор большой был в прошлом году. Вот здесь. Да. Вот тут стоял затор. Вот тут. Большая елка. Большая елка. Но там трогать пока бесполезно. Сейчас пока дорога есть, в принципе. Но придется нам пилить. И немало. Отсюда затор перешел вон туда, блядь. Капец. Хреновое дело. Ох, это тоже, блин. Поперек реки, смотрите, какое большое дерево. Сантиметра 20 воды упадет, там придется мне пилить. Я просто не смогу выехать.
И там еще сосна поперек. Вообще жесть. Жесть. Нечего добавить. Прошлогодняя тропинка. Здесь, наверное, остановлюсь. Так. Надо куда-то поставить фотоловушку. Опять сваленные там осины свежие. Короче, бобры тут лютуют капитально. Поставлю фотоловушку. Может, и оба. Ух ты, там хатка, смотри какая. Свежие, не свежие, вроде свежие есть тоже. Смотрите, как они живут тут. В общем, сейчас разведаю тут. Тропинки старые. Надеюсь, рабочая тропинка еще это. Да, ребят, смотрите, что творится. Такая огромная осина. Прям чувствуется запах осины. Вот это они тут навалили. Капец. Прям бардак устроили. Не могу определиться, куда установить фотоловушки. Короче, озеро убивают. Все навалено, блин. Вот смотрите. Какие великаны деревья. Но таких свежих следов я пока не вижу. Дальше не пойду, да и там осины нету. Там ельник. А озера еще во льду у нас. Но как бы лед гниет, тает. Вот. Ну что сказать, ребят, наверное, где-то в прошлом году устанавливал. На том же месте установлю одну на тропинке. А самый какой уловистый был прошлогодний. Такая вот засада вот здесь. Вот она. На эту березу я крепил. И здесь для вас я снимал бобров. Бобры были, медведь, все попало в кадр. Вот именно в этом месте. Так.
Ну вот, стопроцентно свежих следов я что-то не увидел. Не успел, ребят, ничего сделать. Только услышал, как он нырнул. Там тулан что-то нашел тоже. Может, нора у них. Он, оказывается, тут вынырнул. Или от собаки уже сюда приплыл. Короче, я устанавливаю фотоловушку на старую тропу. Я думаю, здесь все равно кто-то в кадр попадет. Вот тут так все это сделаем. Вот смотрите, тут тоже у них хатка. Очень интересно наблюдать. Ой, блядь, что он там копает. А вот тропинка, ребят. Тула! Вот свежая, блин. Тулан напугал все. Мам, затыщ! Марш! Мам! Мам! Марш! Вот он, блядь, новая берлога строят. Мам! Он затыщ! Распугал уже нам. Вот он, начинающая стройка. Тула! Жалко, напугал ты их. Ладно, сейчас здесь вторую установлю. Все-таки. Вот здесь установлю. Может, попадет в кадр. Но он вот начали строить. Лок. Смотрите, вот здесь еще установлю. Конечно, собака немножко нашумела, блин. Вот так все это выглядит. Именно на тропинку. Дальше не пойду. Пошли, туда. Так, пока пускай тут обе ловушки будут. Просто не знаю, где и как. Где установить. Где у них новые тропинки. А тут вместо кормежки. Но уже они мелкие сучья все уже съели. Практически ничего не осталось. Большой ствол только осталось и все. Пока тут устанавливать не стану. Ладно. Все увидим, ребят. Если кто попадет, буду показывать, конечно же. Самое главное установить. Потом, если никто не попадет, буду менять место. Только не знаю, куда устанавливать даже. Локонцы чему? Бобры одно, самое главное, покрупнее звери, может, пройдут. Волк, лиса, медведь. Это тоже очень интересно наблюдать за ними. Но особо они, смотрю, на речку-то и не выходят. Тропинка не свежая. Но по той тропинке, может, на кормежку все равно будут выходить. Ладно. Поедем дальше. Смотри, что творится.
Что делать, блин? Береза держит. Так, попробую, наверное, сейчас я перееду. И там березу, может, попробовать спилить. Может, придавит потом или нет. Так, надо перейти, там берег посмотреть. Блин, не идет. Такс. Вон затор, ребят. Река так поднимается. Такой большой поворот. Ну, буквально берег, я не знаю, 6 метров от силы. Ух, блин, неприятная береза, конечно. Капец.
Вот и все, пошла жара. Эта береза держала. Куда-то остановится. От этого затора никуда не денешься. Придется дальше пилить, перепрыгивать. Хламу хватает на таежных речках. Вот так пошла. Знаете, где вот поперек, там большое бревно, он туда становится. Может по берегу где-то так раскидает его. Но там это бревно очень хороший шлагбаум. Это считай только одну я открыл, а там сколько еще будет. Вот еще. Пипец. Так. Тула! Пошли. А! Лак! Оставлю. Оставлю. Пешком придешь. Все. Вот и пуко. Это челок. Видишь, для тая. Мунамак чекай. Туланчик, бездельник. Тушканчик, туланчик. Как будто ничего и не было. Люди пока там проходили за ивой. Но это уже моя территория, ребят. Это я уже должен чистить. Как бы свои участки уже каждый на своем участке чистит реки, тропинки. Иначе по-другому никак. Каждый раз пилим, чистим. Мон энкай датче. Энкай. На обратном пути, уверен, придется мне пилить и пилить. Если никто не поедет. На охотники, в принципе, рыбаки-то катаются, на избу ездят.
бля. Почему он зажал-то так? Не понял. Хреново дело. Почему он зажал? Блядь. Вот сука. Так. Нихуя себе. Пипец, блядь. Если течением сдвинется эта береза, хана будет. Не удержу я пилу. Самое главное, не понимаю, что держит тут, блядь. Вот, сука. Фу, блядь, спотел, ебать.
Чуть-чуть, блядь, полмиллиметра и держала она. Ёбаный рот. Пипец. Ужас. Одним словом. Страшновато. Самое страшное это утопить пилу. Течение жесть как. Ну вот. Едем дальше. Опа.
Ну вот, ребята, прибыли.